Добрый вечер. 16 мая, 1174-й день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. В оккупированном Симферополе запретили митинг против национальных и религиозных репрессий в Крыму. Нариман Джилял и его коллега Леммар Юнусов подали заявку на проведение 19 мая акции протеста против репрессий в отношении крымских татар и этнических украинцев на полуострове. Пикет хотели провести под зданием оккупационной администрации полуострова. Ранее общественные активисты из Судака и Ичкинского советского района получили такие же отказы в проведении траурных митингов в годовщине депортации крымско-татарского народа 18 мая. Естественно, мы и ожидали, что получим отказ. Буквально вчера же вечером нам сотрудник администрации, который и брал у нас это уведомление, сообщил, что нам будет отказано. Выяснить, на каком основании поступил этот отказ или было принято решение об отказе, нам не удалось. В самом тексте ответа, к сожалению, это выяснить также не удалось. Мы вынуждены констатировать, что продолжается дискриминация, я не знаю, по национальному или по политическому признаку, и некоторые конституционные права и права, зафиксированные в международных актах, являются для нас в Крыму сегодня недоступными. Обреченные на пожизненное. Акция протеста с таким названием состоялась под стенами Верховной Рады. Ее устроили родственники осужденных на пожизненное заключение. Как это было, расскажет Ляля Озерчук. Отец Татьяны, Владимир Панасенко, осужден на пожизненное заключение. Уже больше 11 лет он за решеткой. Суд признал его виновным в заказе убийства. Правозащитники и родственники считают дело сфабрикованным. Довічне позбавлення волі – це фактично людина приречена. І якщо вона засуджена без вини, фактично це є смерть в розстрочку. Дану справу досконально вивчали правозахисники Харківської правозахисної групи, Української Гельсінської спілки з прав людини. І, власне, це такі організації, які мають авторитет не лише в Україні, але й фактично у світі. І вони теж дійшли до висновку, що немає жодних доказів, які б доводили вину цієї людини, Володимира Панасенко. И фактично сходятся все на думці, що ця людина невинно засуджена. 5 лет назад с трибуны Верховной Рады Нина Карпачева, на то время уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, после изучения дела Панасенко сказала, что он невиновен. Я маю правовий висновок експертів, до якого я особисто долучилася, що ця людина незаконно засуджена. Сегодня в Украине нет законной возможности пересмотра криминальных дел осужденных за тяжкие преступления. Год назад в первом чтении был принят закон 2033А, который такую возможность давал бы. Но ко второму чтению закон не дошел. Правозащитники считают, что депутаты его блокируют. Вони блокують фактично ухвалення законопроекту 2033А. Чому? Тому що кожне таке свавільне засудження, кожна така справа, кожна така доля людей, вона тягне за собою перегляд кримінальної справи, а також притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які це зробили, які фальшували злочини, які катували людей. Татьяна Панасенко и родственники других осужденных провели флешмоб около Верховной Рады. Засуджені до довічного позбавлення волі. Чоловік і жінка намагаються прийти до сім'ї, але народні депутати перешкоджають цій роботі. Вони не дають можливість отримати справедливий суд. Вже 2 роки в парламенті. Я мама незаконно свавільно засудженого сина Вовкада Ігоря Петровича, який знаходиться в Житомирській установі номер 8, 18,5 років. Всі 18,5 років я борюся, я ходжу везде, пишемо і ходимо, але все це безполезно. Ляля Озерчук, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Крым имеет все для того, чтобы стать крымско-татарской автономией. Об этом сказала эксперт Института демократии имени Филиппа Орлыка Наталья Белицер. 11 мая была создана рабочая группа, которая будет разрабатывать поправки к Конституции Украины о праве крымско-татарского народа на самоопределение. Первое заседание группы назначено на 22 мая. Можемо спиратися на документи міжнародного права, в першу чергу на такий потужний інструмент, як Декларація ООН про права корінних народів, яка була ухвалена ще в 2007 році. Автор законопроекта о статусе крымско-татарского народа в Украине Арсен Жумадилов считает, что Крым должен стать крымско-татарской автономией, а не областью. Право на самовизначення є невід'ємним правом
кожного народу. І кримсько-татарський народ цим своїм правом нарешті готовий скористуватися, нарешті до цього готова і українська держава. Все зійшлося на тому, що саме цього року, дай Боже, ми визначимося з тим, як саме кримсько-татарський народ буде реалізовувати своє право на самовизначення. Це є його невід'ємне право. І слава Богу, що Україна із великим запізненням, але все ж таки погодилася на те, що це має статися. «Нет домашнему насилию». Под таким лозунгом прошла акция под стенами Верховной Рады Украины. Люди требовали от нардепов ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Документ защищает права женщин и детей, страдающих от домашнего насилия. Это Людмила. Она медик. Пришла на акцию, потому что часто сталкивается с последствиями домашнего насилия на работе. Я рахую, що в Україні достатньо і так насильства, і кожна людина хоче в своєму будинку бути захищеною. Я знаю дуже багато випадків, тому що я медик, і за час моєї роботи було дуже багато випадків сімейного насильства, коли привозили дітей з поламаними руками, ногами, тому що п'яний батько вирішив так виховати свою дитину. На меня уберите пенсию. Убирай сама. Я не буду, убери ты. Ты что делаешь? По меньшей мере 130 тысяч украинских граждан страдают от домашнего насилия. Такие данные в 2016 году опубликовала национальная полиция. На даний момент сотні тисяч жінок і дітей залишаються без будь-якого захисту зі сторони держави від домашнього насильства. Стамбульська конвенція – це єдиний спосіб захисту. Народные избранники начали рассмотрение проекта закона о ратификации конвенции еще в прошлом году. Сейчас он в Комитете по иностранным делам. На жаль, на сьогодні відбувається така ситуація, що закон про ратифікацію цієї конвенції, як нам нещодавно стало відомо, не лише не ухвалили цей закон, але й відправили на доопрацювання, що в принципі є абсолютно неприйнятним. Тому що це простий закон, його мета дуже логічна, дуже проста і дуже правильна. Приймемо рішення, щоб кожна українська жінка була захищена від будь-якого випадку домашнього насильства. К активистам из Рады никто не вышел. Диана Матвеев, Катерина Буцхрикидзе, Заман, АТР. Доступ к Одноклассникам, ВКонтакте и Mail.ru закрывается в Украине на 3 года. Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, предусматривающих, в частности, блокирование доступа к нескольким соцсетям и российской поисковой системе Яндекс, включая все ее сервисы. Санкции введены против российских антивирусных компаний лаборатории Касперского и Доктор Веб и их украинских подразделений. В этом же указе санкции введены в ряд российских банков и авиакомпаний. Указ вступит в силу со дня его опубликования в официальных изданиях. В санкционном списке Украины в целом 1228 физических лиц и 468 юридических лиц. Хочу сказати, що реально Служба безпеки дослідила, що деякі з них використовуються для збору інформації, нелегального збору інформації, тобто фактично це кібершпигунство. З іншого боку, використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів, і потім в відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки, такі як були наприкінці минулого року, такі як було буквально декілька днів тому. В следующих выпусках «Заман» наши журналисты более подробно ознакомят вас с этой темой. Палачи и казнь НАБУ – это еще одна акция, которая состоялась под стенами украинского парламента. Активисты установили виселицу, символизирующую возможное блокирование деятельности НАБУ в случае принятия парламентом законопроекта 6220 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований и основания прекращения уголовного производства. Активисты считают, что его принятие может заблокировать работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП. Це трапиться з антикорупційним бюро, і фактично саме для цього законопроект було придумано. Тому ми вимагаємо зупинити страту антикорупційного бюро, яка може відбутися вже в цей четвер.
Активисты и некоторые нардепы устроили театрализированную казнь НАБУ под Верховной Радой. Они считают, что принятие законопроекта 6220 заставит детективов закрывать уголовные дела против высокопоставленных коррупционеров. Ми підтримуємо єдиний в Україні незалежний правоохоронний орган, на який не має впливу жодна політична сила. Ми хочемо, щоб і далі цей орган працював, притягував до відповідальності топ-корупціонерів. Насправді деякі норми цього закону дуже потрібні. Не потрібно дублювати дуже багато постанов про кримінальні справи, тому що це призводить до того, що прокуратура починає заробляти на справах Національної поліції, Національна поліція порушує інші справи, потім починаються податкові служби і так далі. Зараз ми з'ясували, що насправді найбільша проблема цього закону якраз є НАБУ. Инициаторами законопроекта стали 17 народных депутатов. Депутат Иван Мирошниченко объяснил это желанием защитить бизнес в стране. Вы знаете, что сегодня и МВД, и СБУ, и МВД две структуры может проверять бизнес. И Генеральная прокуратура, и НАБУ могут проверять по тем же эпизодам бизнес, и тем самым, открывая тысячи уголовных дел, до суда доходит несколько десятков. Активисты призвали нардепов не принимать законопроект 6220. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности должен рассмотреть его уже завтра. Юлия Медведчук, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Прокол. Так назвала глава нацполиции 2015-16 годов Хатия Даганаидзе действия правоохранительных органов в отношении расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Это и является как бы-то проколом, давайте скажем, вот, в работу служб, не только нацполиция, потому что там в группу, которая расследовала дело, входили и Генеральная прокуратура, представители Генеральной прокуратуры и, конечно, представители службы безопасности. Пока не найдут убийц, это значит, что не только нацполиция, но и вся правоохранительная система пока не справляется. Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Машина, в которой он ехал, взорвалась в центре Киева. Во Львове открыли культурный центр крымских татар. Инициаторами его создания стали местное общественное объединение крымских татар и муфтият Автономной Республики Крым. В этом центре по адресу улицы Саксаганского, 20 будут проходить диалоги о гражданской позиции крымских татар, межконфессиональные беседы, уроки ислама и крымско-татарской культуры. Гостями церемонии открытия стали муфтий Думк Автономной Республики Крым Айдер Рустемов и председатель Высшего религиозного собрания Сулейман Хайруллаев. Целью данного центра является сохранение идентичности крымских татар в условиях проживания на материке в Украине, оккупации Крыма, сохранение своих религиозных ценностей, сохранение своей культуры, языка, быта, традиций. В Киеве состоялся пресс-показ фильма Ахтема Сиитаблаева «Чужая молитва». В прокат картина выйдет 18 мая. Его покажут более чем в 100 кинотеатрах в 30 городах Украины. После показа режиссер, продюсер и актеры ответили на вопросы журналистов. Найскладніша була сцена депортації. Найскладніша. Я готувалася до неї з першого дня зйомок. І сподіваюся, що... Я пам'ятаю, що я приїхала в готель, і я ще була не в собі трошки. Весь фільм проплакала. Я була вся в фільмі, я весь фільм проплакала і не могла нічого. Не знаю, я ще під таким впливом, що я вам не можу передати. После «Заман» в эфире программы «Бугун» Айдер Муждабаев и Ирина Ромалийская ждут в гости Лилию Яценко, актрису театра и кино, и Ахтема Сиитаблаева, актера и режиссера художественного фильма «Чужая молитва». У меня на этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.